Вас приветствует информационная служба телеканала «Грозный». В студии Милана Манаева. Здравствуйте. Бесплатный проезд на железнодорожном транспорте. Принимается с вот этими поправками. В правительстве рассмотрено и одобрено порядка 16 социальных проектов. Конец деятельности многофункциональных аферистов. Гадалки и лжецелители отныне на контроле у властей. Виртуальная выставка реального творчества. Для меня с детства огромное значение имели, что говорят о моих рисунках простые люди. Работы чеченской художницы в числе самых популярных. Контроль надзорных органов не должен препятствовать работе тех, кого они проверяют. Об этом заявил в Москве глава республики Рамзан Кадыров, отвечая на вопросы журналистов по итогам прошедшего заседания Совета местного самоуправления. Намеченные в регионе программы, отметил Рамзан Кадыров, должны способствовать росту количества людей, занятых в коммерции, тем самым обеспечив население возможностью заработать на жизнь. Для этого необходимо помочь начинающим бизнесменам, а также создавать комфортные условия для развития крупного бизнеса, подчеркнул глава республики. Именно об этом говорил президент России Владимир Путин. Он критически отозвался о навязчивом внимании представителей муниципальной власти к бизнес-структурам. Это в том числе и многочисленные справки и отчеты. Поэтому, отметил Рамзан Кадыров, наша цель – оказывать необходимое содействие местным предпринимателям и инвесторам, а также развивать отрасли экономики, такие как туризм, промышленность и сельское хозяйство. 2013 год должен стать переломным в финансово-экономическом плане и инвестиционном развитии региона, сообщил глава региона. Напомню, по поручению Рамзана Кадырова открытый телефон доверия для предпринимателей республики, по которому можно обратиться по всем вопросам и жалобам. В скором времени будут подведены итоги по горячей линии. Правительство Чеченской Республики рассмотрело порядка 16 проектов постановлений. Один из одобренных документов призван обеспечить бесплатный проезд на железнодорожном транспорте. Воспользоваться государственной льготой могут труженики тыла, ветераны труда и реабилитированные лица. Из Дома правительства передает Алевтина Банадыкова. Кабинет министров сегодня утверждал законопроекты постановлений правительства. Они коснулись разных отраслей. Совещание возглавил председатель правительства Абубакар Дельгириев. Министр финансов Усман Расуханов представил отчет об исполнении республиканского бюджета за 9 месяцев 2012 года. В казну региона поступило более 54 миллиардов рублей. Из них налоговые и неналоговые доходы составили более 5 миллиардов. Республиканский бюджет по доходам от годовых поступлений исполнен на 73%. Тут же министр финансов озвучил и разные статьи расходов. Исполнение республиканского бюджета по расходам за 9 месяцев 2012 года составило 44 миллиарда 361 миллион 382 тысяч рублей. Налог на доходы физических лиц 2 миллиарда 262 миллиона 447 тысяч рублей. Доходы от поступлений акцизов на нефтепродукты 1 миллиард 990 миллионов рублей. Кассовое исполнение республиканского бюджета Чеченской Республики по расходам за 9 месяцев 2012 года составило 44 миллиарда 361 миллион 382 тысячи рублей. На совещании Кабинета министров также одобрили проект постановления о порядке предоставления межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета бюджету территориального фонда ОМС на финансовое обеспечение скорой медицинской помощи. Минфин в данном случае выступает как уполномоченный орган в пределах фактических расходов консолидированного бюджета. Здесь также утвердили проект постановления о порядке присвоения звания ветерана труда, обозначив перечень знаков отличия и критерий трудового стажа. Не остался без внимания вопрос обеспечения бесплатного проезда в текущем году на пригородном железнодорожном транспорте. Рассмотрели нормы предельной заполняемости помещений в местах возможного проведения публичных мероприятий. Отдельно остановились и на ограничении в сфере розничной продажи безалкогольных и тонизирующих напитков. Те энергетические напитки, которые являются слабоалкогольными, то есть с содержанием этилового спирта более 0,5 градусов, мы полностью запрещаем, нам закон позволяет это делать. А безалкогольные мы ограничиваем их розничную продажу и распространение несовершеннолетним лицам, а также на объектах или учреждениях, которые связаны со спортом, культурой и так далее. Вопросы у председателя правительства были к проекту постановления, который касается плана работы правительства на текущий год. На 2012 запланировано уже 15 проектов закона. У меня есть вопрос. Если возникает необходимость о принятии закона, который не предусмотрен в этом плане, какие действия? Проблем нет. Мы в прошлом году приняли
половину законов. Нет, это прописано здесь, нет? Мы можем принять. Мы план разрабатываем по инициативе парламента. Нам парламент Нет, нас я просит. имею в виду, что есть такая процедура, где-нибудь вы прописали, что если придется правительству Чеченской Республики принять определенный законопроект, который там с виду изменения законодательства федерального придется нам принять. Если он не включен в план, есть возможность сказать, что извините, в плане нет. Вы процедуру, если такая возможность будет необходима, вы прописали процедуру, как это будет? У нас нету нигде не написано, что только по плану можно разрабатывать проекты, но это у нас по инициативе парламента мы делаем. Имейте в виду, поэтому говорю, Хорошо. что если будет необходимость разработки внепланового проекта законодательного, это не значит, что согласно плану его нету, и это чтобы не устраняли. Это не станет препятствием для внесения таких законов. Принимается с этими поправками. Уже позже внесли изменения в постановление правительства о межведомственной республиканской комиссии по реализации отдельных указов президента страны. Без внимания не остался вопрос о формировании положительного имиджа республики и усилении работы в данном направлении. В конце совещания выступил и представитель Министерства сельского хозяйства. 7 проектов постановления правительства коснулись предоставляемого субсидирования из республиканского бюджета на оказание поддержки сельхозтоваропроизводителей. На совещании остался ряд вопросов, которые будут обсуждаться Кабинетом министров в следующий раз. Алевтина Бонадыкова и Ваха Кантаев при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики. Новости. 4 февраля во всем мире отмечают День борьбы с раком. Дата провозглашена Международным союзом по борьбе с онкологическими заболеваниями. Этот день стали отмечать, чтобы привлечь внимание общественности к глобальной проблеме человечества. Спикер парламента, законодатели и министр здравоохранения посетили онкологический диспансер, ознакомились с условиями работы и узнали, чего не хватает и что нужно лечебному учреждению для оказания необходимой помощи пациенту. Адлан Дудаев продолжит. Онкологические заболевания сегодня выявляет единственный республиканский диспансер в Грозном. Ежедневно здесь обследуется свыше 300 человек. Каждый год на учете более 3000. Однако спасти удается не всех. В 2012-м от раковых заболеваний умерло более 300 пациентов. За пределами лечения? Спикер парламента сегодня с депутатами знакомится с условиями лечения онкобольных в стационарном отделении диспансера. Интересуется и состоянием пациентов. По словам врачей, все необходимые лекарства в наличии. Проверяет также состояние и меню столовой. Недовольство спикера вызывает недостаточный комфорт больничных палат. Само угнетающая ситуация, комната совсем, конечно, В особо тяжелых случаях многие больные вынуждены выезжать в другие регионы, потому что в республике пока нет спецоборудования для операций. Спасением станет открытие 5-этажного хирургического корпуса с самым современным оборудованием. Министр здравоохранения региона показывает гостям уровень его оснащения. Кто нужен здесь в онкологии? Инженер, техник, механик, онколог, хирург, онколог, уролог, онколог, мамолог, онколог, химиотерапевт и так далее. Определяем все это. А группа Стерович-Шумадев? Нет. Источник финансирования израильская сторона готова. Почему нам Израиль удобно? Потому что там практически языкового барьера нету. Нет. Преподавание, профессиональная подготовка на русском языке. Врачи, которым предстоит работать в новом лечебном учреждении, будут стажироваться в лучших онкоцентрах мира. По словам спикера, проблемы с лечением раковых заболеваний в регионе находятся под личным контролем главы республики. В прошлом году им дано Рамзаном Ахматовичем задание пригласить израильских врачей, выслушать их рекомендации, по этим рекомендациям и по своим знаниям, по своему опыту обустроить чеченский онкологический центр, чтобы здесь были самые современные технологии и методика лечения онкобольных была на уровне Америки, Германии, Израиля. Не ниже, чем Израиль, выше. Строительство онкологического центра заложено в федеральную целевую программу восстановления республики. Сдача объекта и прием первых пациентов запланировано уже в этом году. Адлан Дудаев, Халид Маусаев. Новости.
Рейды по домам неплательщиков продолжаются. На очереди Старопромысловский район, где только в одном поселке Турбина за неуплату от газа и света отключены порядка 50 домов. Те, кто против таких крайних мер, на месте производят оплату с помощью мобильных касс. Подробности у Ислама Магомадова. Сборы по коммунальным услугам в Старопромысловском районе набирают обороты. По поручению Ислама Кадырова сюда переброшены все силы подведомственных учреждений мэрии. Градоначальник решил посетить район, чтобы проверить, как проводятся сборы и удостовериться в качестве предоставляемых услуг. Жители домов по улице Завета Ильича начали жаловаться на то, что не все услуги предоставляются качественно. Например, горячей воды вообще нет. Присутствующий на месте руководитель ТСЖ утверждает обратное. По его словам, все 7 домов, которые он обслуживает, не имеют никаких проблем. Ислам Кадыров решил пройтись по квартирам и узнать, кто же все-таки прав. Мэр столицы заходит в квартиры и проверяет, есть ли горячая вода. Вот тут-то и открылась настоящая проблема. Из некоторых краников идет горячая вода, в других нет, а в третьих вообще нет холодной. Руководителю ТСЖ на месте дано указание решить проблему жильцов. Уже во дворе мэр пообщался с жильцами. Пожелания и проблемы были разного характера. Многие обращения были решены на месте, а по остальным даны поручения. Далее градоначальник направился в поселок Турбина. Здесь положение намного серьезнее. Более 40 домов отключены от подачи газа, около 50 от электричества из-за больших задолженностей. Ислам Кадыров разъясняет жителям, что такое халатное отношение недопустимо. Некоторые жители на месте производят оплату с помощью мобильных касс, которые работают по всему району. Этим людям градоначальник выражает особую благодарность. Далее мэр посетил поселок Соленая Балка. Здесь тоже хватает проблем с водой. Услуги горводоканала не всегда качественно доходят до потребителя. Жителям приходится приобретать привозную воду. Ислам Кадыров на месте дал поручение решить наболевший вопрос. Если бы жители своевременно оплачивали коммунальные платежи, то такие проблемы снизились бы в разы, отметил градоначальник. Такая взаимодоговоренность устроила всех жителей, и они обещали исправно платить за коммунальные услуги. А одна из жительниц обратилась к мэру столицы. Задолженность 12 тысяч рублей ей не под силу погасить. Эта проблема решена на месте. Дом 44, квартира Ислам Кадыров объяснил пожилой женщине, что она обязана оплачивать коммунальные услуги, тем более за одного человека ежемесячно выходит небольшая сумма. Благодарная женщина дала слово, что впредь будет серьезно относиться к этому вопросу. Ислам Магомадов, Тамерлан Арсенукаев, при поддержке пресс-службы мэрии Грозного. Новости. Отопительный сезон в доме номер 3 по улице Верхоянская начался только сейчас. Это связано не с особенностями климата в заводском районе. Система теплоснабжения в квартирах не работает даже после ремонта здания. Буквально в субботу в нашем эфире был сюжет о проблемном доме. К сегодняшнему дню ситуация изменилась. С самого утра по поручению Ислама Кадырова начаты работы в доме номер 3 по улице Верхоянская заводского района. В некоторых квартирах не работало отопление, точнее оно было неправильно проведено во время ремонта. После окончания строительных работ жильцы 9-этажного дома отказали ЖЭУ заводского района исправить в квартирах отопление, ссылаясь на то, что они уже произвели внутренний ремонт, но после прихода холодов сезона передумали. Теперь, когда в заводском районе оплата по ЖКУ произведена, есть средства.
К 10 часам на место с инспекцией приехал мэр города, который решил убедиться, как идет ремонт. Градоначальник прошелся по всем этажам дома и проверил, в каких квартирах работает система отопления, в каких нет, и дал поручение в кратчайшие сроки решить вопрос. Также в Заводском районе еще в 2 домах начат ремонт. Самое главное, наверное, предприятие. предприятие имел задолженность, имел налог, зарплата, 17 миллионов задолженность, налог, зарплата, тавана. ويبول عبول شحننا غاش كونا شحال وش ويبول عبول نشوفها 17 مليون على الله نيا زير بلاج على الله بونستو تحني متى زاد لون زاد بونست самостоятельно جو خلاص صار زوج كوي شي شوت اشهد то شي اخشنا не дом таби еще шо. Ислам Кадыров назначен на должность мэра города несколько месяцев назад, и наследие от прошлого руководства столицы не самое благоприятное. Проблемных вопросов очень много, решить их необходимо. Отопление. Подачу. Соседней батареи около медленно. Вот и разницу, вот это вот, да, Полностью все мы резали, вот сейчас мы сюда поставим, батарею, я их шию. После поселка Черноречье Ислам Кадыров решил проверить, какая ситуация в доме 49 по улице Спартака Октябрьского района. С этого адреса поступила жалоба, на которую градоначальник сразу же отреагировал, чем жильцы были приятно удивлены и сразу же начали рассказывать и показывать, какая ситуация на данный момент. Строительная фирма, восстанавливая данный объект, не довела свою работу до конца. Из-за этого ввод в эксплуатацию жилья невозможен, но людям надо где-то жить, и жильцы заехали в свои квартиры. Мэр города дал слово, что в апреле решит проблему с коммунальными сетями. В доме проведут газ, воду, свет и отопление. Так как жильцы сами подключились к коммунальным сетям, кустарная работа не всегда безопасна. Тунде 15 апреля такая чайнаха, воздельный период байол, уже йоху гергио, исхайнаха, вой херлах, на тумену хаяхкан, хочуах массу асмахала, газ, хи, свет, отопление, йоху шамелю хрюэла, асфон дуаш лоху чахрюэла. Да, хаяхай лахшишин, озрам занаха везинде. Во время инспекции Ислам Кадыров посетил также Заводской район. По улице Маяковского огромной территории земли, заросшей кустарником, которые портят внешний вид улицы. Загружены, заводского центра визбуш, без визбуш, центра визбуш. Из-за этого не было плохо. Не об хаз ан кельбин асфальту хитца. Что мы К весне это место должно быть ухоженным. Мы хотим здесь обустроить и сделать из него инвестиционную площадку, отметил мэр города Ислам Кадыров. Луиза Андеева, Зайнап Умалатова. Новости. Экстренная ситуация сложилась на обводном канале реки Сунжа. Последствия обрушения опор линии электропередач в районе между населенными пунктами города Гудермес и селения Брагуны. На место происшествия с рабочей инспекцией прибыл вице-премьер правительства, министр имущественных и земельных отношений Идрис Черхигов. Причиной размыва берега стал карьер, служащий для добычи строительного камня. Идрис Черхигов, который также является председателем комиссии по чрезвычайным ситуациям, обеспечению пожарной безопасности Чеченской Республики и членом единой государственной системы предотвращения и ликвидации ЧС, отметил необходимость ликвидации карьера. При прокладке дополнительного русла реки, чтобы защитить населенный пункт Брагуны, значит, здесь было построено дополнительное русло для сброса паводковых вод. Значит,
После проведения этих работ, после того, как там построили этот канал дополнительный, перекрыли основное русло реки. Из-за этого происходит размыв правого берега, что там может привести к обвалу опор высоковольтной линии электропередач. Гадалки, лжецелительницы, одним словом шарлатаны отныне на контроле у властей. Накануне в мэрии Грозного богословы провели разъяснительную беседу с теми, кто слишком много на себя берет. Прежде чем начать кампанию против запрещенного в исламе вида деятельности, представители муфтията долго собирали досье на тех, кто занимается оккультизмом. Полученная информация удивила многих. Оказывается, что практически в каждом населенном пункте есть активно практикующие шарлатаны. На места богословы выезжали вместе с представителями правоохранительных органов. Людей, в чьих домах находили атрибуты, говорящие о запрещенном роде занятий, просили проехать в столичную мэрию. نقعسن هقول إح تاجر يهم دالح شاش ناخنا جواب صلوشون شن لو قدام يقعدوا تي حانا ودولا إنخ دعبنا. Нежданные гости нагрянули к любителям ночных посиделок. Сотрудники МВД по Кручеловскому району провели ряд профилактических мероприятий на выявление фактов незаконной торговли спиртными напитками. Нарушителей поймали, что называется, с поличным. Сегодня торговля не удалась. Такое можно сказать об этой забегаловке. В 11 ночи именно в это время в кафе бывал час пик. По словам этой работницы, Роза сама из Казахстана, в Чечню на заработки ее пригласила подруга. Но как бы это ни было, с этого момента кальянная закрыта. И ей придется искать новое место для трудоустройства, уверяют представители отдела МВД России по Курчаловскому району. А это уже другое кафе в Курчаловском районе. Но несмотря на очевидное, хозяйка в этом случае уже чеченка уверяет, что она вообще не в курсе, что эти люди употребляли спиртные напитки, хотя посетители говорят обратное. Вот молодежи, молодежи, это абсолютно ноль внимания. Хару Павлович, больше. Ночные рейды проводятся во всех населенных пунктах Курчаловского района. Но помимо этих профилактических мероприятий ведутся и работы по поимке распространителей психотропных веществ. Этот гражданин уже успел употребить практически целый лист таблеток. И несмотря на это, сел за руль, не опасаясь, что в результате ДТП сможет покалечить себя и других. Фамилия, имя, отчество? Абдулла Ислам. Отчество? Шарудина. Год рождения? 88. Мича Розер. Центр. Тайпан центр. Уй. Мича Ашу. Галашу. Галашу. Район Гала. Ленинский. Еще в Курчаловском районе остро стоит вопрос задолженности по ЖКХ. Руководство района решает эту проблему, сообща со всеми структурами, входящими в эту сферу. Så det där bosh ashwa det sadon tagan dadash qar khidat bosh qana hobata yobata bon ash adalas kadu shun de nariga sheikh aradu sheikh ash halwa идея доксана. Есть и моменты, когда человек оплатил свою задолженность, а его не вычеркнули из реестра. Иными словами, списка должников. Такие случаи решаются на месте. Но есть жители, которые совсем недовольны решением представителей власти.
Только за последние несколько дней десятки людей отключены от благ цивилизации. Такая участь ждет и тех, кто своевременно не оплатил коммунальные услуги. Выход лишь один. Заплати и живи спокойно. Ахмед Джабраилов, Тимур Саратов и Мурат Астамиров. Новости. В Нажаюртовском районе прошла встреча министра по делам молодежи с подрастающим поколением. Хошбау Дедаев прибыл не с пустыми руками. На прошлой встрече еще месяц назад ребята попросили помочь им в приобретении борцовского ковра. Спортсмены юношеского спортивного клуба «Ахмат» давно ждали такого подарка. До сих пор они занимались в зале, где не было борцовского ковра, что сказывалось на тренировках. Детям приходилось заниматься осторожно, чтобы не упасть и не ушибиться. Однако теперь эта проблема позади. Дополнительно и ковер солдатом, да, до чата, там поднесен на ухо, тут ахон наш объявляет, бокала, чё, дохол, шемаха, барсанаха, до юрти. Благодарят они министра республики по делам молодежи. Хошбау Дедаев не первый раз уезжает в село Мескиты Нажаюртовского района. Ровно месяц назад он встречался с местной молодежью. Тогда ребята и попросили его помочь приобрести бойцовский ковер. Спортом заниматься Дешхелича. Я тренирую Болг, Дешхелич, я тренирую и Мандош, тренер Нисвельч. Сан Хейхамбович, когда я сундук доту жимолчкан, тот залчили что чкан, сестры тут дневник Чайович, я создалчили в школе Хух Алмадаси, проверяешь, когда я скид шкиваря, беш побал, я Бог это. В клубе тренируются около 200 человек, 30 из них взрослые. В селе, как признается тренер, очень много желающих заниматься спортом. Предпочтение здесь отдают кикбоксингу. Ну а завершилась встреча руководства Минмолодежи со спортсменами села Мескиты показательными выступлениями спортсменов из клуба «Ахмат». Они подготовили для гостей бойцовские состязания на ринге. Фатима Магомшарипова, Тамерлан Арсанукаев. Новости. Творчество, незамеченное в реальном мире, получило признание виртуальным. В социальных сетях страница художницы Аси Умаровой засыпана комментариями к ее картинам. Пишут девушки, даже коллеги по цеху, получившие широкое признание во всем мире. На виртуальной выставке побывала Зайнаб Умалатова. Я очень много копировала работы Ван Гога, меня они очень вдохновляли, но Ван Гог рисовал масляными красками, а мне захотелось что-то сделать в графике, и я нарисовала тушью и пером именно в технике Ван Гога. Вот такой вот рисунок называется «Любовь». Каждая из работ – это чувство, выраженное в черных тонах, впечатление, мгновение, запечатленное в линиях, или спрятанное, как говорит сама художница Ася Умарова. Принципиально нарисовать картину не смогла бы, говорит девушка, поэтому каждый рисунок имеет свое значение. А вот эта картина появилась довольно случайно. Мне сразу пришла в голову мысль нарисовать клавиши жизни. Я не знала, как это сделать, но пришла вдруг неожиданная идея. Буквально за 30 минут я нарисовала ее тушью и пером. Зачастую многие таланты остаются неизвестными, так было и с Асей, и многие даже говорили, что она не умеет рисовать и зря тратит время, из-за чего девушка совсем потеряла вдохновение и не писала в течение 4 лет. Но ценители нашлись в интернете. Работы Аси уже второй год выставляются на международной площадке Talent House. А для меня с детства огромное значение имели, что говорят о моих рисунках простые люди. Вот есть художники, которым интересно услышать мнение там, профессионалов, академиков, а мне хотелось узнать, какой отклик рождается в душе у обыкновенных, простых людей. В социальной сети работа Аси «Успокоение» получила большую популярность. Она хоть и не лидирует по голосам, но просмотров у нее больше, чем у португальского участника, который находится на первом месте. Свыше 11 тысяч комментариев и пожелания пишут с разных уголков мира. В основном слова восхищения. Асенька, я рада твоим успехам, желаю радости и бабочек, но не улетай далеко. Иногда и горести помогают осознанию. Без них мы бы не понимали радости. Успехов тебе! Жду победы и отдаю свой голос без колебания за Асю. Вдохновенно. Победой, Ася, мы с тобой.
Похвалу и слова поддержки девушка получила и от Замира Юшаева, члена Союза художников Германии. Ася говорит, что тронута таким вниманием. Помимо этого, она как журналист по образованию пишет рассказы. Ее статьи публиковались в 6 странах мира. Она мечтает провести свою выставку, где все, вплоть до мельчайших деталей, будет именно по ее усмотрению. От музыки до декораций. Зайнаб Малатова, Халид Мусаев, Тамерлан Арсенукаев. Новости. В Чечне завершился первый республиканский чемпионат по смешанным единоборствам ММА. В финале соревнования встретились 12 бойцов, 6 победителей получили право на участие в Северокавказском чемпионате. По словам участников, республиканские соревнования – хорошее подспорье для бойцовских клубов, которые давно заявили о себе на различных турнирах в стране. Отныне чемпионат Чечни по смешанным единоборствам ММА будет проводиться регулярно. Официальный чемпионат Чеченской Республики по смешанным боевым единоборствам, он прошел на хорошем уровне, на высоком уровне. Ребята показали хороший результат, уровень своего мастерства. Было видно, что они подготовлены были. Тренера провели успешную подготовку и показали свое мастерство. На этом картина дня исчерпана. Спасибо, что были с нами. Адик Юлши.